растениеводство. Что такое растениеводство, ребята? Казахстанские первоклассники в следующем учебном году перейдут на пятидневное образование, а естественные науки будут преподаваться на казахском, русском и английском языках. Это первые шаги по реализации госпрограммы развития образования и науки, на которую будет выделено из бюджета более 3 миллиардов долларов США. Эта программа не батон хлеба, ее нельзя урезать или сократить. Это серьезная наука. Ребенок должен ее освоить. Сокращается общая учебная программа за счет того, что ребенок переходит к модели функциональной грамотности. За прошедшие 2 недели настроения пользователей соцсетей кардинально менялись от положительных отзывов о переходе на пятидневное обучение до резкой критики продления учебного года. К примеру, электронная петиция об отмене дополнительного месяца обучения летом набрала уже более 10 тысяч подписей казахстанцев. Это же нормально, когда люди, общество, которое стоит перед фактом и которое не понимает, что происходит, оно начинает возмущаться, обсуждать это. И, в принципе, даже самая положительная, да, реформа, которая вроде бы в итоге должна привести к чему-то очень хорошему, при вот такой подаче она как бы встречает негатив. По мнению Аружан Саин, массовая критика реформ образования не направлена на назначенного пару месяцев назад министром Ерлана Сагадиева или его команду, а результат отсутствия диалога между министерством и обществом. Озвучить список организаций и людей, которые разработали эти реформы. Всем телеканалам, средствам массовой информации электронным, печатным и радио выделить для них большое количество времени. Как они к этому пришли? Почему они решили действовать именно так? На чем основывались они в своих вот этих программах? Проблемы существующей системы настолько отчетливы и понятны, что не требуют профессионального педагогического образования для их анализа, говорит Анна Кудеярова. Основываясь на своем опыте, психоаналитик в первую очередь отмечает низкую квалификацию педагогов. Те подростки, которые попадают в мой кабинет, я так понимаю, в несколько раз выше своих педагогов. Вот один из свежих примеров, 15,5 лет парню. Мы с ним говорили про Ницше. И он убегает со школы, то есть проблема в этом, что он плохо учится, он не хочет в школу. А почему? Потому что ему скучно. Предприниматель и общественный деятель Маргулан Сисимбаев проводит в социальных сетях опрос «Что в школе лишнего?». Ответило уже более 1000 казахстанцев, которые отмечают загруженность детей, плохое качество учебников и слабых преподавателей. Сбор и анализ этой информации – первый шаг работы нового общественного фонда Ednovation, основанного бизнесменом для поиска конкретных решений по реформированию системы образования. Предприниматель считает, что система образования должна претерпеть как эволюционные, так и революционные изменения. Необходимо изменить весь процесс – кто, что, как и когда преподает. Для этого, по мнению Маргулана Сисимбаева, в стране есть достаточные как финансовые, так и человеческие ресурсы. Ко мне обратились несколько групп ребят, которые делают интерактивные учебники, которые переводят западные ресурсы, вот как Khan Academy, как Twig. После активной реакции гражданского общества Министерство образования и науки взяло паузу и наблюдает за обсуждением со стороны, не комментируя инициативы и не реагируя на критику. Тем временем, согласно госпрограмме, уже текущим летом более 70 тысяч учителей начальной школы переквалифицируются для преподавания по новой методике, а в следующем году переход на программу ожидают 5, 7 и, возможно, 9 классы. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время.